Добрый день, меня зовут Семенова Николина, ученица 7 Б класса Вилюйской гимназии. Тема моей исследовательской работы – «Өбүгөлөрбүт оғону бойын ийтер нималара. Запреты, ограничения, как традиционный метод воспитания детей у народа Саха». Актуальность работы. Традиционные народные методы воспитания имеют в этом направлении позитивный исторический опыт, который требует изучения и применения его в новых условиях. Предмет исследовательской работы – запреты и ограничения, связанные с окружающей средой, природой, охотой, бытом и семьей. Цель работы – выявление, разработки и обоснование гуманистического характера запретов, ограничений, как традиционного метода воспитания детей у народа Саха. Гипотеза. При условии попытки исследования проблемы данного метода воспитания на основе этнопедагогического подхода, то можно способствовать овладению умениями решать актуальные проблемы воспитания с учетом национальных традиций, идей и опыта народной педагогики. Методы исследований: сбор, разработка, классификации материалов, анкетирование, обобщение фактов и явлений. Новизна работы. Данная работа представляет собой попытку в научной работе как малоисследованную сторону народных традиций по воспитанию детей у народа Саха. Значение работы. На основании собранных материалов и результатов исследовательской работы мы подготовили на публикацию научно-познавательное пособие на родном якутском языке с переводом на русский язык. Данное пособие предназначается для широкого круга читателей и надеемся, что будет полезным особенно детям, родителям, педагогам. Краткое содержание доклада. Великий педагог советского времени Василий Александрович Сухомлинский написал в своем труде такое изречение: «Воспитание детей – это мудрое ограничение. Ребенок должен понять, что есть три вещи – можно, нельзя, надо. Из этих трех слов мы выбрали слово «нельзя». Это запреты, ограничения, как традиционный метод воспитания детей у народа Саха. Одним из важных традиционных методов воспитания является воспитание запретами. Можно выделить несколько разновидностей запретов, ограничений. Например, запреты, связанные с огнем, запреты, связанные с почитанием природы и местности, запреты, связанные с охотой и рыбалкой, запреты по формированию нравственности у ребенка, запреты, связанные с воспитанием детей, запреты, связанные с воспитанием девочек, запреты, связанные с воспитанием мальчиков, запреты, связанные с домом, двором, запреты, связанные с домашними животными и другие. Исследование путем анкетирования по выявлению знаний у учащихся Вилюйской гимназии о запретах, ограничениях, как о методе воспитания у наших предков. Заключение. Над темой мы работали 2 года, начинали с 2019 года. В прошлом году мы провели сбор материалов в количестве 158 запретов, а в этом году мы продолжили работу над сбором материала и добавили еще 114 запретов, ограничений. В результате работы мы за 2 года собрали из разных источников всего 272 запрета, ограничений, разработали их на 12 тем, составили классификации. По итогам классификации мы пришли к выводу, что воспитание детей у народа Саха наибольшее количество имеет запреты, связанные с почитанием природы и местности. В результате анкетирования для выявления знаний у учащихся Вилюйской гимназии об этой традиции воспитания мы пришли к выводу, что дети наиболее знают о запретах, связанных с домом и с воспитанием детей. К сожалению, дети мало знают, и некоторые совсем не знают о запретах, связанных с почитанием природы, с охотой и о запретах. Из анкетирования можно сделать вывод, что дети, которые мало или совсем не знают о запретах, это дети Саха, которые воспитываются только на русском языке, не знают свой родной язык. В заключение можно сказать, что цель исследовательской работы достигнута. Понятие запрета и ограничений как традиционный метод воспитания детей у народа Саха имеет значительное место в воспитании подрастающего поколения. На основании исследовательской работы мы подготовили на публикацию научно-познавательное пособие на родном якутском языке с переводом на русский язык. В наше непростое время важно не забывать о традиции наших предков, воспитывать детей с помощью запретов. Нужно помнить и учить этому не только в семье и школе, но и в повседневных делах. Тогда, может быть, дети и молодые люди перестали бы совершать проступки и нарушать порядок и закон. Спасибо за внимание.